Студотряд из Коми полностью выполнил поставленную перед ними задачу, заявил глава Коми Владимир Уйба. Месяц назад студенты из разных учреждений республики отправились работать на Краснокамский завод железобетонных изделий в Пермский край. Именно там изготавливают конструкции для строительства школы в Эжвинском Емвале. Оценить условия работы накануне к ним приехал глава региона. Ксения Лосева тоже пообщалась с бойцами. Вот уже целых 3 недели ребята из Коми трудятся здесь, в Пермском крае, на Краснокамском заводе железобетонных изделий. Сама система студотрядов для Коми не нова, но эта практика уникальная в своем роде. И сейчас расскажем, почему. Провести лето с пользой, посмотреть новый город и попробовать себя во взрослой профессии. Студент Печорского промышленно-экономического техникума Вячеслав Шевченко учится на повара-кондитера. А потому работа на заводе для него опыт необычный и в то же время, как говорит сам, положительный. На месте подробно объяснили, что входит в круг задач. Кто-то в цеху работает, кто-то, вот я, допустим, на полигоне. У нас там идет строительство фермы, потом заливка ее. Также балки, РДК. То есть мы их также строим, потом заливаем. И на утро мы их достаем. Первые дни ты привыкаешь, в последующие дни ты уже просто легко делаешь. И с краном легко работаешь. Ожидания оправдались. Так и думал, что работа будет сложная, надо будет стараться. Четкие задачи и непростой график работы. На заводе все по-взрослому. Впрочем, ответственности студенты из Коми не боятся. Здесь нет случайных людей. Каждый приехал по своему желанию. Да и работа такая, что остаются только самые трудолюбивые и ответственные. Вот, например, Денис Сметанин, представитель Сыктывкарского политехнического техникума. Решил поработать еще 1 месяц. Мне очень сложно, меня научил этому мой наставник. Берут человека и представляют его какому-то работнику. И он уже помогает ему делать работу. Конкретно я работаю в арматурном цеху 2 на 2. 2 дня работаю, 2 дня отдыхаю. Я рублю арматуру и делаю из нее сетку на станке. Печора, Визинга, Усинск, Ухта, Сосногорск и Сыктывкар. Специальный трудовой отряд, первый в своем роде, по сути, республиканский. 65 человек – это студенты 8 техникумов и 3 университетов Коми. Для многих из них такой трудовой десант – это не только возможность заработать, но и применить уже освоенные в учебных заведениях теоретические навыки на практике. Работа мотивирует людей, они начинают понимать, что им в жизни действительно надо, к чему они должны стремиться. Они быстрее взрослеют. Они начинают учиться уже с пониманием, не просто приходить в учебное заведение, а именно понимая, что впереди их ждет взрослая жизнь, и они должны быть готовы. Для этого нужно получать профессию хорошую, которая позволит им дальше в трудовой деятельности чувствовать себя нормально. Но и самое главное, что мотивирует ребят, это возможность помочь родной республике. Место трудового десанта было выбрано не случайно. Именно Краснокамский завод производит конструкции, которые используются для строительства новой школы в Сыктывкарском Емвале. С началом СВО многие работники ушли на передовую, а потому поставки необходимого материала с завода стали задерживаться. Тогда было принято решение отправить на помощь студентов из Коми. Сработало. С поставленной задачей они справились. Сегодня мы полностью в графике, по ригели поставлены все, по плитам перекрытия, по панелям. И это самое главное. То есть именно эта задача и ставилась. Нам самое главное это сейчас вытащить поставки комплектующих по железобетонных конструкций по школе с тем, чтобы нам войти в график. Мы сейчас в графике, нам сейчас очень важно, вот еще раз повторяю, те ребята, которые уезжают, их оставить на благоустройстве, потому что там тоже очень нужны руки. Школа на 825 мест в Емвале – объект долгожданный. Понимая это и чувствуя персональную ответственность, каждый студент старался проявить себя по максимуму. Республика, несомненно, заинтересована в таких кадрах, а потому многим уже сегодня предложили продолжить практику либо здесь же, в Перми, либо на благоустройстве самой школы в столице Коми. Ксения Лосева, Артем Соколов, Пермский край.